Он уже давно валяется. Так он здесь и останется, наверное. Никто его не уволокет. Все уже повыдергивали. Двигаясь по Зимнику, постоянно присутствует чувство тревоги, опасности, неожиданности. Тут действуют свои законы и правила. Когда большой груз спускается или поднимается в гору, ты просто обязан его пропустить. Дорога временами очень узкая, и разъехаться, не поймав бровку, не исключается. Даже небольшие горки для большегрузов преодолеваются с трудом. Если перед подъемом есть еще и поворот, на котором невозможно набрать скорость, то тут помогает цепи, подсыпка под колеса и, конечно же, те, кто оказался рядом в этот момент. Взаимовыручка и простая человеческая помощь очень часто помогают выжить на этом участке. Мужики выручают друг друга на Зимнике. МАЗ не едет, поедет на этой штуке. Хотят заехать. Цепь натянулась. Это была 7-я или 10-я попытка заехать на трал. Но кончилась эта история тем, что ни мощь автомобилей, ни опыт парней загнать МАЗ вот так вот сходу не помогла. А помог совет одного из дальнобойщиков. Встать тралу под небольшую горку, и МАЗ спокойно заедет, без переломов, без перегибов. Так как нам надо было ехать на место ночевки, и проехать нужно было еще 200 километров, то мы не стали дожидаться, чем закончится эта история, и поехали, как освободили дорогу. Думаю, эта история закончилась благополучно, и все у мужиков получилось. Часто путешествуя по Зимнику, встречаются машины, которые сломались на этом участке. И остановиться, предложить свою помощь в плане еды, сигарет, просто поинтересовавшись, чем можно помочь, это тут всегда приветствуется. Конечно, многие отказываются или стесняются попросить о помощи. Иногда на этом нужно настоять. И если в грузовых машинах ты ничего не соображаешь, но горячий чай, горстка конфет, печенек или звонок со спутникового телефона, если такое имеется, очень вдохновляет мужиков, которые после, при разговоре выясняется, что они, оказывается, находятся уже не один день на Зимнике.
И никто тут никого не осуждает, не винит за ошибки, неопытность, а просто могут дать совет, который очень нужен в такие моменты. Еще у этого зимника есть название «Веселый». Кто его назвал и почему, до сих пор не понимаю. В зимний период постоянно, даже часто встречаются такие моменты, когда уже не успел на помощь, не смог помочь в трудной ситуации. Очень жестокие. Те моменты, которые иногда забирают жизни и оставляют места, мимо которых, проезжая, еще раз убеждаешься, что дорога эта совсем не веселая. И домой человек вернулся совсем не так, как мечтал и надеялся.